Кармаскалинская земля – это щедрые поля, это обширные пастбища, это реки, озера и леса. Где-то среди бескрайних степей высится молчаливый великан – Алатау. Миллионы лет лили дожди, разливались реки, отчего гипсовая монолитная скала медленно разрушалась, и внутри нее возникла пустота. Так в недрах этой горы сама природа сотворила пещеру. Карломанская пещера существует миллионы лет и помнит, как выглядела эта земля задолго до появления первых поселенцев. Ну вот это подножье красивой нашей горы, и видно сразу вход в Карломанскую пещеру. Он у нас Г-образный такой. Узкий проход. В основном Карломанская пещера является коридорного типа. Ну и относится она к каким временам у нас получается? Это неогеновые у нас с вами отложения гипсоизвестковых в основном содержании. Дно у нас с вами глиняное. Ну, говорят, что встречается горный хрусталь еще здесь у нас. Вот. Это сейчас мы с вами посмотрим. А в основном ценность у нас с вами научная и познавательная в том, что здесь у нас среди камней мы можем найти останки древних моллюсков различного рода, то есть морских обитателей. Вот мы с вами находимся, вот это у нас с вами территория, неогеновая система. Что значит неогеновая система? Это кайнозойская эра у нас с вами, один из периодов неогенов, который у нас с вами формировался после вхождения морей. То есть неоген это идет после палеогена в кайнозойской эре. Это более 21 миллиона лет тому назад, значит, возраст нашей пещеры более 21 миллиона лет. Дважды входило у нас море со стороны Среднего Урала. Происходили вот они у нас с вами отложения, вот эти вот все периодически. Дважды уже в мезозое, уже получается в конце мезозоя, море к нам подступало со стороны Каспийского моря. И вот эти вот отложения у нас с вами как раз и формировали наши с вами гипсово-известковые пещеры, карстовые пещеры, где происходил размыв у нас с вами. Вот она у нас с вами, вся эта неогеновая часть. И вот мы находимся. Как раз наша с вами Карломанская пещера, один из памятников природы такой, что сотворила природа. Говорят, раньше здесь был такой огромный вход, что в него можно было въехать верхом на коне. Наверное, так делал Салават Юлаев, который здесь когда-то прятался, если верить легенде. Сейчас в это трудно поверить, потому что вход очень маленький, 1,5 метра в высоту. Входишь в пещеру и попадаешь в особый мир, в котором нет ни зимы, ни лета. Температура всегда одинаковая – 7 градусов. А таинственная и манящая атмосфера вызывает ощущение нереальности происходящего. Здесь чувствуется аура первобытности. Громкое хлопанье крыльев невесть откуда взявшихся летучих мышей может вызвать не только мурашки. Пройдя по Г-образному коридору, попадаешь в довольно просторный зал, от которого в разные стороны уходят тоннели. Видите, капает вода, это у нас с вами конденсат, теплого и холодного воздуха идет. А вот он у нас с вами видит как раз вертикальный полностью разлом идет, то есть она может обвалиться. Это действительно очень опасно. Вот здесь посещение этой пещеры очень-очень даже нежелательно. Посмотрите, рукой дотронуться, она обвалится обязательно. Если присмотреться к скалам и камням, то можно найти окаменелости. Смотрите, да, происходит разлом. У нас с вами скоро вот это вот пойдет у нас с вами плита потихоньку. По всей длине пещеры по потолку проходит трещина. Неожиданно прямо посередине возникает снежный столб.
Он грязный и плотный, но немного поковыряв, можно убедиться, что это действительно снег. Центральный тоннель имеет почти 200 метров в длину. Дальше не пройти из-за обвалившейся глины. Гора постепенно разрушается, об этом говорят раскиданные вокруг обломки. Здесь можно найти образцы песчаника, известняка, гипса и горного хрусталя. Также здесь встречаются редкие растения, такие как ковыль Залесского, ковыль Коржинского и полынь альпийская. Место это довольно популярно. Желающих своими глазами увидеть, как изнутри выглядит этот памятник природы, достаточно много. Пока еще есть возможность сделать это, но в ближайшем будущем велика вероятность того, что вход будет завален окончательно, и Карламанская пещера навсегда уйдет в историю.